Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале НТС Спорт турнир ВЭФ Профайт под номером 21. Проходит он сегодня в городе Джалалабад. И мы с вами понаблюдаем за интереснейшими противостояниями. У микрофона Дидар Есемов. Еще раз здравствуйте. Сам турнир проходил в начале мая в городе Джалалабад на центральном стадионе Курманбек. Турнир под эгидой World Airtime Federation под номером 53, Profight 21. И действительно на этом 53-м международном турнире нас ждут очень интересные противостояния. Ну что ж, первый бой, который сегодня порадует наших зрителей. Розибаев Майратджон из Узбекистана против Назарбаевлу. Против Назарбаевлу Оразали из Джалалабада. Боец, который вышел первым, представляет команду Узбекистана. Мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Узбекистана. Розибаев Майратджон, ваши бурные аплодисменты. Весовая категория 74. Клуб Ахмад Кадыров Надыр. Его соперник, уроженец города Джалалабад. Ваши аплодисменты, команда Аль-Фатих, весовая категория 74 кг. Назарбаевлу Оразали. Бой в весе до 74 килограммов. Розибаев Майратджон против местного бойца из Джалалабада. Он сегодня выступает при родных трибунах и наверняка держит в голове возможность показать себя очень-очень неплохо. Что ж, давайте начнем. Первый раунд. Узбекский боец в синих трусах, Назарбаевлу Оразали в серых, в таких аляпистых. Ну и, собственно, будет зачем посмотреть. Оба бойца, несмотря на то, что начали свой путь в ММА, но, тем не менее, опыт определенный есть. Тот же Розибаев является чемпионом Узбекистана, мастер спорта, кикбоксер и очень любит действовать в стойке. Почти с теми же регалиями у нас Назарбаевлу Оразали. Но мы видим, что начало не самое агрессивное. Да, всегда тяжело выступать в поединке, который открывает ивент. И, собственно, определенное волнение в связи с этим, я думаю, ребята чувствовали. А вот здесь тейкдаун в исполнении Майратджона. Розибаев держит оппонента ногами, но при этом Майратджон находится сверху. Неплохо Назарбаевлу сейчас зажал за шею оппонента. Вторая попытка от узбекского бойца исполнить тейкдаун. Здесь Оразали решил отпустить Майратджона. Все-таки 74 килограмма вес, и падать на настил неприятно. По 2 секундомера от каждой стороны, собственно, подсказывают на протяжении всего поединка. Ведущий мероприятия Кайрат Мусаев. Я думаю, к его голосу многие поклонники ВЕФ уже привыкли. Вот здесь неплохо получилось. Хотя все-таки не докрутил. Была попытка бросить через себя, но в хорошей защитной позиции оказался Назарбаевлу Оразали. Но нужно ему как-то прибавлять в движении, в действиях. Все-таки в родных стенах. Напомню еще раз, турнир проходил в городе Джалалабад. Половина первого раунда с небольшой активностью со стороны узбекского бойца.
Ну и ждет Назарбаеву, подсказывает секунданты, чтобы он дождался момента, когда в атаку пойдет Машраджон, и встретить его хорошим ответом. Вот здесь неплохо. Теперь сам своего оппонента поднял, роняет на настил, но мне кажется, здесь Машраджон спокойно это все дело воспринял. Находится он теперь в защитном гарде. Поймал в треугольник за шею, но не сказать, что в критической ситуации находится Назарбаеву. Да, нужно стараться как можно больше проводить ударов по корпусу, чтобы как-то выйти из этой ситуации. Но мы видим, что Машраджон очень неплохо использует ноги, в свою очередь, не позволяя оппоненту действовать агрессивно. Вот здесь выпустил. Ну и теперь у Розали хорошая позиция. Но, кажется, в грэпплинге джалалабадский боец не так уж-то и силен. Кстати, по сравнению с предыдущим турниром в поселке Акджар в Джалалабаде отличная погода. На стадион потихоньку стягиваются болельщики. И действительно атмосфера праздника присутствует. А вот здесь неплохо. Полминуты до конца первого раунда. И у Назарбаеву хорошая позиция. Поймал оппонента за шею. Нужно душить, нужно додержать. Но похоже, что Машраджон с этим давлением справляется. Да, вытаскивает голову. Ну и классическая ситуация в грэпплинге. Последние секунды первого раунда. Закончился первый раунд. Ну и заканчивается, собственно, раунд. Ну вот мы видим, уже, несмотря на то, что только-только первый бой, довольно много стягивается зрителей. Напомню, вход был свободный, и действительно все, кто хотел посмотреть все действия, могли просто прийти на стадионы, насладиться турниром. Самые яркие моменты первого раунда. Тейкдаун в исполнении Машраджона. Было красиво. Напоминаем, бойцы проводят 3 раунда по 5 минут с 1-минутным перерывом. После этой пары подготовиться Уткиров Ойбек, Уганов Бигзат. Весовая категория 75 килограмм. Ну да, собственно, все по правилам ММА. 3 раунда по 5 минут с минутным перерывом. Так, давайте еще раз посмотрим. Это уже другая попытка в исполнении Розибаева. Вот это действительно было больно. Но здесь Назарбаеву крепко держал оппонента за шею, и самому Машраджону тоже все это давалось не очень-то легко. Бойцы в октагон. Бойцы в октагон. Да, бойцам пора возвращаться. Последние наставления от секундантов, от тренеров на второй раунд. Ну и вот, собственно, Назарбаеву Розали, Розибаев Машраджон возвращаются в клетку. Второй раунд, поехали. Второй раунд. Ну и начинает чуть активнее Назарбаеву. Ему нужно доказывать свое хозяйское превосходство. Вот здесь хороший боковой слева прошел. Поймал за ногу. Отлично, подсечка. Ну, правда, дальше сагрессировать не сумел. Машраджон оказался сверху, как это ни странно. И
Попал в тяжелую ситуацию Назарбаевлу. Ну и первую минуту пока куда активнее действует, точнее, куда солиднее смотрится опять-таки представитель Узбекистана. Назарбаевлу все-таки из этой ситуации выкрутился. И хорошие удары, хорошие по корпусу. Вяжет руки потихоньку Машраджон. И что в итоге? В итоге оба бойца оказываются на настиле. Пытался сейчас Розибаев захватить захват ногу. Не получилось. Выкрутился Назарбаевлу Розали. А вот здесь переворачивается Машраджон. И уже сам Розибаев сверху. Все равно пытается перевести в борьбу. Вот здесь неплохой выпад. Но скользнул по лицу кыргызского спортсмена, узбекистанец. Подустали, видно, к середине второго раунда. Потихоньку присели так в углу, пытаются отдышаться. Машраджон со спины. Удар не прошел. Неплохой бросок. Но, правда, в этом эпизоде, кажется, руку взял в захват Назарбаевлу. Нет, выпускает. Ну, Розибаев снизу. Розали пошел в атаку. Два выпада сделал, выдохся. Пока все удары не супер акцентированные. Вот это неплохо, это уже серия. Но Машраджон в защите действует уверенно. Да, подходит, подсказывает, что нет, нельзя бить с локтя в ММА. Собственно, сразу же Розали с этим соглашается, но он прекрасно знал, просто, видимо, такой выпад случился. Вот здесь, кстати, ногами нельзя касаться сетки, должен это сейчас заметить. Ну, в итоге рефери просто разводит ребят. Еще 15 секунд. Нужно поработать в стойке. Закончился второй раунд. И у нас заканчивается второй раунд. Кстати, секундомеры НТ Спорт почему-то не совпадают с секундомерами организаторов турнира. И такое бывает, но будем надеяться, что это мелкая ошибка. Хотя все-таки попросил бы за временем следить поточнее. Давайте посмотрим. Да, это самый красочный эпизод на старте второго раунда. Выпад Розибаева. Хорошо поймал Назарбаевлу и уронил оппонента. Но дальше было вот следующее.
Бойцы в октагон. Ну, кстати, попал, да, Машраджон в этом эпизоде в лицо. Собственно, 2 раунда не выявили победителя. Узнаем, что будет в третьем. Третий решающий раунд. Это всегда интересно. Это всегда такой апогей нервов и накала. Бойцы в октагон. Да, пора возвращаться в октагон. Что секунданты довольно долго задерживают бойцов. Ну и вот, собственно, появляется Розибоев. Я думаю, Назарбаеву также в своем углу находится. Да, нельзя выходить мокрым в клетку. Третий раунд. Поехали, друзья. Третий раунд. Бой весовой категории до 74 килограмм. Хороший лоу-кик. Акцентированный. Подбадривают уже местные зрители. Роз, действуй, действуй, но пока действовать не получается. Ну и действительно ответственный третий раунд, поэтому оба бойца не спешат идти в атаку, ждут до верного. А вот этот неплохой выпад пропустил Назарбаеву. Ну и дальше как-то по инерции двинулся вперед. В итоге поймал в захват его Машраджон. Да, определенно узбекский боец смотрится лучше. Но, может быть, родные стены дадут Назарбаеву дополнительный заряд в этом раунде. И покажет он все то, что умеет. То, чего до сих пор не показал. Еще 3 минуты драться в этом раунде. Ну и в такую довольно патовую ситуацию попадают оба. Пытается Машраджон вырвать руку оппонента и исполнить болевой. Не получается. А вот Розали собирает силы и пытается поднять 74 килограмма живого веса. Почти получилось, но слишком рановато отпустил. Да, и все-таки вырвал руку Машраджон, и довольно неприятно. Но пока не сдается Розали, действительно парень с характером. Очень тяжелая ситуация для него, но не докручивает Машраджон, я думаю, не больно сейчас Назарбаеву, и все-таки отпускает, да, понимая прекрасно, что в этой ситуации болевой исполнить не получилось. В итоге позиция все же у Машраджона получше. Вяжет Назарбаеву, прислушивается к своим секундантам. И мне кажется, рефери здесь стоило бы, может быть, даже развести оппонентов в стойку. Но нет. Кое-какие активности все-таки происходят.
Машраджон, зарывшись буквально головой в грудь оппонента, начинает работать руками. Это все не акцентировано. А вот этот попал. Вот этот удар попал. Последняя минута. Я думаю, шанс как для одного, так и для второго бойца показать действительно, кто больше заслуживает победы в этом противостоянии. Но, скажем честно, узбекский боец впечатляет чуть больше в этом бою. Последние 20 секунд. Ну и что, пойдет кто-нибудь в последнюю атаку? Машраджон пытался руку оппонента сейчас взять в болевой, не получилось. Ну и в итоге все. Похоже, что судьям придется решать, кто победил в этом противостоянии. Я думаю, довольно однозначно все было. Хотя давайте послушаем судей. Машраджон уже закутывается в узбекский флаг, чувствуя, что в этом бою он был чуточку сильнее. Мы видим несколько моментов с его участием, где Розали все-таки с защитой больше отрабатывает. Но, возможно, дадут скидку на домашнюю арену. Всякое бывает. Ждать осталось совсем немного. Ну а следующую пару нам уже проанонсировали. Олганов Бигзат против Айбека Уткирова. Я думаю, противостояние будет не менее интересным. А вот уже бойцы в центре октагона. Судьи единогласно об этом бою. Боевая ничья. Ваши аплодисменты. Ну да, действительно, наверное, самое справедливое решение от судей. Единогласно причем. Присудили ничью, да. Узбекский боец смотрелся чуть лучше, но не сказать, что с явным преимуществом. Второй бой. Категория 75 килограмм, роста 75 сантиметров. Чемпион Сахалинской области по панкратиону. Мастер спорта по борьбе на поясах. Команда M-Fighter. Тренер Шельган Ниязов. Встречаем Олганов Бигзат. Его соперник в красном углу. Боец из Узбекистана. Адрес Корши. Команда Мангус. Весовая категория 74 килограмма, рост 178 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Тренер Мансур Тагизбаев. Встречаем Уткиров Айбек. Бойцы в середину. Очередной бой. Будем надеяться, этот бой окажется... Да, действительно, призывает сейчас ведущий мероприятия к аплодисментам трибуны. Ну вот, собственно, пошел секундомер. Первый раунд. Олганов Бигзат против Айбека Уткирова. Очередное кыргызско-узбекское противостояние. Бигзат сейчас спиной к нам. В трусах M-Fighter. Ну и, собственно, в таких аляпистых шортах Уткиров Айбек. Хорошая двоечка. Но Бигзат вовремя среагировал. Уроженец Майлусу. Чемпион Сахалинской области. Как это ни странно. Ну, возможно, в армии бывал. И, собственно, армейские заслуги парня, что, конечно же, добавляет уважение к нему. Я думаю, Бигзат способен показать свой максимум сегодня. Хороший лоу-кик.
Полторы минуты первого раунда минули. Вот здесь неплохая атака. Пошел размен. Только-только хотел сказать, что без инициативы с какой-то стороны. Но Бекзат попытался начать размен. Айбек Уткиров встретил руками. А вот это неплохой выпад. Последнюю секунду уворачивается Уткиров. Кстати, узбекский боец на 3 сантиметра повыше. В свою очередь у Алганова Бекзата на килограмм побольше. Очередной хайкик в блок. Я думаю, в этот вечер мы не единожды увидим подобный прием. Пытается как-то разведать джебом Айбек Уткиров. Меньше 2 минут остается в первом раунде. Пока выжидают оба бойца момент. Пошел в атаку Айбек. Но встретил Бекзат его ударом в корпус. Вот здесь повезло. Если бы попал, было бы больно. Но оба бойца предпочитают работать в стойке, поэтому нас, в принципе, на настил никто не опускался. Здесь хорошая двоечка от Уткирова. Прошла причем. Едва не потеряла равновесие Алганов. Но это, наоборот, должно взбодрить кыргызского бойца. Удар с разворота. Скорее порадовать публику, нежели для эффективности. Но двоечка неплохая. Ждет Бекзат момента. И вот здесь пытался акцентированно пробить. Не получилось. Очередная двойка. Все-таки у Уткирова руки подлиннее. И встречные джабы могут быть болезненны. Последние 10 секунд первого раунда. Закончился первый раунд. Ну и вот, собственно, подходит к концу первый раунд. Резюмировать его можно следующим образом. Оба бойца пока присматриваются друг к другу, ищут слабые места. И тот, и другой любят поработать в стойке. Практически не видели мы в этом бою перехода в борьбу на старте раунда. Разменялись выпадами. После этого боя подготовится Батыр Умирбек, Алишер. Да, пока все на атаке скорее разминочные. Будем надеяться, во втором раунде будет куда интереснее. Кстати, на турнире Selection
буквально несколько днями ранее, до турнира в Джалалабаде. Также было очень много боев, и все эти бои мы показали на нашем телеканале. Кстати, смотрите нас и на YouTube, можете отыскать записи. НТС Спорт. Все это в открытом доступе. Так вот, на турнире Selection, который рангом все-таки пониже, нежели турниры Pro Fight, Второй раунд. бои были гораздо зрелищнее и заканчивались куда быстрее. Там и обстановка была такая, знаете, ламповая, более уютная. Здесь все организовано как большой красочный ивент, и единственное, к чему есть пока претензии, это непосредственно к самому сценарию боев. Понятно, никто их не прописывает, просто бойцы очень осторожные. И в первом бою у нас такой затяжной был поединок, характерный. Вот здесь второй раунд поактивнее. Шикарный джеб у Айбека Уткирова. Все-таки пошел в борьбу Бигзат. Сейчас может бросить. Шикарно бросил. Но сумел скооперироваться как-то Уткиров. В итоге в неплохом защитном гарде. Поймал все-таки в захват Айбек Уткиров. И сейчас довольно тяжело приходится Бигзату. Одна рука точно отдана. Остается только лишь терпеть. Пытается до конца растянуть. Но мы видим, что выдерживает подобный натиск Улганов. Но Бигзату приходится тяжело. В итоге Айбек решил, что ситуация бесполезна. Вышел менять позицию, сам нарвался на треугольник ногами. Неплохо связал. Ну да, давно пора уже начинать работать. Пытается выйти из этой ситуации Уткиров. Ну и действительно, второй раунд куда интереснее. 3 минуты пролетели мигом. Нельзя бить коленями в голову, как, собственно, и локтями. Ну, в такой позиции я имею в виду. Да, здесь подсказывают, что Уткиров держится за сетку. Это правилами запрещено. Все-таки вышел Айбек из этой ситуации. Сейчас он сверху пошел в атаку. Опять вяжет Улганов своего оппонента. И вот попытка развернуться. Чуть-чуть сил не хватило. Чуть-чуть не хватило. Ну и нужно в защите сейчас поработать. Повязать оппонента. Отдышаться.
Поднимаются оба. Последние 10 секунд во втором раунде. Кстати, за руку-то поймал как. Пытается вывернуть руку. Жалко, заканчивается время. Но нет, есть еще 10 секунд. Айбек Уткиров. Нет, все-таки заканчивается второй раунд. Интересно, хватило бы сил Бекзату Улганову, если бы была еще минута, довести свой болевой до конца. Давайте посмотрим самые яркие моменты. Раунд второй был куда зрелищнее, нежели первый. Пока эти все выпады на повторе в воздух. И, собственно, пошли помогать секунданты. Вся бригада вокруг узбекского бойца целых 5. Штаб состоит из целых 5 человек. Вот это бросок Улганова. Ну и вот от него же попытка исполнить болевой прием на последних секундах второго раунда. Да, было действительно красиво. Посмотрим, что будет дальше. Бойцы в октагон. Собственно, просят бойцов в октагон. Первым появляется на правах хозяина Бекзат Улганов. Ну и Айбек Уткиров следом. Третий раунд. Решающий раунд противостояния. И учитывая, насколько активны были бойцы во втором раунде, я думаю, накал в третьем будет куда интереснее. Но вот есть такая манера у Бекзата, боксерская, на каждый выпад, так реагировать, кивать. Зачастую это замечено за боксерами. Возможно, в этом есть какой-то свой смысл. Определенным образом провоцировать оппонента. Ну, видно, что подустал представитель МайлСУ. Ну вот, подсказывают секунданты. Давай справа уже, давай справа. Действительно, возможно, это коронка. Посмотрим. Но пока опять пытается размять ударами по ногам. И вот неплохой выпад, который как-то оживил даже Айбека Уткирова. Полторы минуты третьего раунда прошли. Хорошо встретил, а что здесь? Здесь не стал дожидаться Айбек Уткиров, пока его уронят. Упал сам. Но в итоге позицию выигрывает Бекзат. И нужно с этой ситуации, конечно, выжимать максимум. Вот неплохо. Взял на удушение, но пришлось выпускать. Да, неудобно. Стоя держать очень неудобно. Ну и подсказывают, кстати, узбекские секунданты, что устал оппонент, давай работай. Посмотрим, слышит ли своих Айбек Уткиров. Ну да, так чисто визуально кажется, что силенок у него осталось побольше в третьем раунде.
После этой пары подготовится Батыр Улу Өмірбек, Алишер Улу Дайырбек. Последние 2 минуты. Попытка бокового, неудачная. Мы вновь перешли в ту стадию, где больше присматриваются друг к другу. Хороший мидл-кик и лоу пробил Бекзат Улганов. Нет, Айбек Уткиров, прошу прощения. И попытка прохода в ноги. Посмотрим, к чему это приведет. Переходит в партер. Айбек в защитной позе. Бекзат пошел работать руками. Последняя минута. И если этот бой закончится, собственно, по регламенту, все 3 раунда по 5 минут, то опять-таки судьям придется принимать тяжелое решение. Но справедливости ради, в этом бою кыргызский спортсмен смотрелся куда лучше, нежели кыргызский спортсмен в первом поединке. Ну вот, давай, должны при родных-то трибунах. Наконец-то и болельщики подключились, начали подбадривать. Пытается Уткиров вязать. Бой окончен. Ну и вот, собственно, бой подходит к своему завершению. Действительно достойное противостояние. И будем ждать решения судей. Было на что посмотреть определенно, особенно во втором раунде. Ну и вот попытка выпада, которая в свою очередь спровоцировала ответный выпад от Айбека Уткирова. Есть ощущение, что Бекзат Улганов, несмотря на то, что физически выглядит, не скажу, что слабее, но менее подготовленным, что ли. Все-таки с точки зрения мастерства и опыта за ним чувствовался контроль поединка. Заворачивается флаг узбекский Бекзат, Айбек Уткиров в свою очередь завернулся в полотенце Улганов Бекзат. Со счетом 3-0 победу одержал Улганов. Ну и да, побеждает единогласным решением со счетом 3-0 Бекзат Улганов. Возможно, не так однозначно по результату, но в принципе все справедливо. Следующий бой, третий бой ивента WEF Pro Fight 21. На сей раз 2 представителя Кыргызстана. Ош против Джалалабада. Батыр Улу Өмірбек. Бой в категории до 61 килограмма. Уроженец города Джалалабад. Тренер поездов Чингис. Встречаем Алишер Улу Дайырбек. Встречаем аплодисментами. Да, местный парень против бойца из Аша. Бой весовой категории до 61 килограмма. Вот это будет действительно заруба, по крайней мере, уж я-то на это надеюсь. Пока у нас бои не заканчивались досрочно, всего 2 боя
мы успели посмотреть. И вот действительно легковесы действуют куда активнее. Сейчас Дайырбек. Батырулу действительно Батырулу куда активнее действует, несмотря на то, что Дайырбек является местным бойцом, и в каком-то смысле это должно давать определенную мотивацию. Пошли размены у нас буквально все в таком стиле, будто поединок, знаете, день после школы, договорились, пошли раз на раз, и вот месиво. И действительно в такой зарубе Батырулу смотрится очень органично. Наседает на своего оппонента, пошел атаковать. Мощные удары, акцентированно. И похоже у Алишера Улу все очень плохо. Да, даже защищаться и как-то вязать оппонента нет сил. Батырулу сам в свою очередь вяжет. Здесь была попытка вырваться. Но Умирбек вновь все проконтролировал. И берет на удушающий. Похоже, что это конечное, друзья. Это конечно для Дайырбека Алишера Улу. Чистая победа, без шансов. Батырулу Умирбек на ваших экранах. Поздравляем его. Ну вот, первый досрочный бой мы увидели. И действительно, на протяжении всех 2 минут первого раунда, которые были, Батырулу своего оппонента. За 2 минуты ровно удушающим приемом победа держал Батырулу Умирбек. Браво, Умирбек. Поздравляем его с победой. Ну а Алишеру Улу Дайырбеку, я думаю, в этой ситуации не особо позавидуешь. Все-таки выступал в родном городе и должен был определенным образом подготовиться. Но оппонент очень серьезный, и против такого бойца было сложно. Скажем прямо, было сложно. Эмиль Тухтугонов, вице-президент Федерации World Air Taimash, вышел поздравить ребят, памятные медали, собственно, и сертификаты, дипломы об участии в этом турнире, и диплом победителя. Ну а мы переходим к следующему поединку. Бой весовой категории до 57 килограмм. Кадыкеев Иса против Мерзалолова Бихруза. Ждем мы сейчас узбекского бойца. Пропускает его в клетку. Ну и, собственно, сейчас анонсер объявит. Итак, поприветствуем бойцов аплодисментами. Колчатрас. Боец в синем углу, весовой категории 57 килограмм, его рост составляет 168 сантиметров. Победитель WF Pro Fight 3, Таймураз и Нага. Тренер Нурбек Исмаилов, команда Альянс. Ему 24 года. Встречаем Кадыкеев Иса! И его соперник, представитель команды Узбекистан, уроженец города Ташкент, весовая категория 57 килограмм, его рост составляет 169 сантиметров. Чемпион по рукопашным боям Узбекистана, тренер Тугизбаев Мансур, команда Мангуст, ему 20 лет. Встречаем Мирзалов Мирауз!
пробивается в середину. Кадыкеев Иса в синих шортах, Мирзалолов в шортах с изображением тигра, черно-красный. Первый раунд. Первый раунд, поехали смотреть. Вновь кыргызско-узбекское противостояние. 24-летний опытный Кадыкеев Иса против очередного подопечного Тугизбаева Мансура, команда Мангуст, ташкентский парень. Мирзалолов, весовая категория до 57 килограмм. Практически идентичны по своим антропометрическим показателям оба спортсмена. По первым минутам разглядывают друг друга. Здесь хороший мидл-кик прошел от Мирзалолова. И вот она ответочка. Ну, видно, что бойцы опять-таки любят именно поработать в стойке. Собственно, и мы, как болельщики, тоже это любим. Вязких телодвижений в партере, скорее всего, не будет. Вот это неплохой лоу-кик. Попытка продолжить. И вторым темпом выпад. Отлично работает Кадыкеев. И сейчас в защитную позицию перешел. Вяжет руки. Но поднимает Бихрус Ису. Тейкдаун. Да, вот он во второй раз держится за руку, но вновь, тратя при этом очень много сил, Мирзалолов поднял. И в третий раз пытался схитрить, взяться за сетку, но это запрещено. Тем не менее, довольно болезненно, трижды подряд Мирзалолов исполнил тейкдаун. Здесь ногами поймал в треугольник. Нельзя ногами держаться за сетку. Здесь рефери наблюдает за другой ситуацией. Ну и пока непонятно. Вновь попытка поднять оппонента. На сей раз уже сил не так много. Все-таки больше 3 минут находится в октагоне соперники. Дважды Бихрус пробил сверху. В итоге была попытка встать, но Кадыкеев настаивает на своем. Переводит опять все в партер. Еще полминуты работать в первом раунде. Довольно долго лежат в такой ситуации, пока ни туда, ни сюда. Вяжет Иса Кадыкеев оппонента. Пытается что-то придумать.
Но все-таки Мирзалолов выбрался. И мы видим, что рассечение у Кадыкеева. Закончился первый раунд. Да, и первый раунд заканчивается. Мы, видимо, сталкивались лбами несколько раз, и здесь пошла кровь у Исы, но это не повод останавливать поединок. Определенно, во втором раунде мы его увидим. А давайте посмотрим за этими невероятными тейкдаунами в исполнении Мирзалолова. Раз поднял. Затем это по-моему, уже третья попытка, да, вторую нам не показали. Но там было тоже исполнено более-менее. Но в целом первый раунд обоюдоострый и Бойцы в октагон. в определенном смысле затравка к основному действу, которое, будем надеяться, начнется во втором раунде. Пока нокаутов мы не видели. Ну, собственно, болевой в прошлом бою не самый сложный, скажем прямо, был для Батырулы Умирбека. В очевидной ситуации, собственно, измотал оппонента, поймал его за шею. И смотрим дальше. Второй раунд. Иса Кадыкеев против Мирзалолова. Бихруза. Хороший лоу-кик. Пытается вновь перевести все в партер Иса. Уворачивается Бихруз. Опять едва не поймал. А вот это хорошая двоечка. Пока чуточку точнее во втором раунде действует узбекский боец. Четвертый поединок турнира WEF Pro Fight 21, проходящего в городе Джалалабад. Точнее, прошедшего уже, собственно, записи с этого ивента. А вашему вниманию на телеканале МТС Спорт. И ищите, если вдруг пропустили начало, ищите все бои на нашем YouTube-канале МТС Спорт. Две минуты второго раунда прошли. Кстати, первая минута была куда более активной. Затем начали бойцы избегать откровенных столкновений. Здесь выпад от Кадыкеева. Ответочка от Мирзалолова. Но практической пользы эти действия обоим бойцам не принесли. А вот здесь могло получиться неплохо. Таки бросок в ноги. Пытается перевернуть оппонента. И выиграл все-таки позицию Кадыкеев. Вот здесь может получиться круто. Пошел бить. Но какими-то невероятными усилиями Мирзалолов разворачивается. И опять та ситуация, что была в первом раунде. Пытался исполнить тейкдаун, но умудренный опытом Кадыкеев на сей раз ногу оппонента захватил. Пытается отдышаться сейчас. Очень энергозатратный кусок раунда у нас был.
Вырывается Мирзалолов. Вот здесь попал, по-моему. Да. И, казалось бы, неплохо держал оппонента Кадыкеев. Но здесь... А вот поймал руку на болевой. Ох, вырывается все-таки Иса. Да, браво, вовремя среагировал, развернулся, как Юла, и не позволил Мирзалолову взять себя на болевой. Но видно, что в партере Бихрус похуже. И нужно бить. Ну и пошел молотить. Здесь пытается Мирзалолов вырваться. Но благо спасает его в очередной раз гонг. Последние секунды второго раунда. Поймал в захват, душит. Держится Бихрус. И второй раунд заканчивается. Выпускает оппонента. Да, очень изматывающие последние пару минут в октагоне провели бойцы. Но победителя так и не выявили. Давайте посмотрим. А вот здесь двоечка от Бихруза. Здесь опять-таки попытка Мирзалолова была взять на болевой, но как же красиво вырывается Кадыкеев и в дальнейшем находился в лучшей позиции. Ну и вот, собственно, решающий третий раунд. Кадыкеев Иса на правах хозяина, так, пинком чуть ли не открывает дверь, врывается в октагон и сейчас ждут Мирзалолова. Но судя по настрою, Кадыкеев готов разрывать оппонента. Посмотрим, получится ли это у него. Просит Кайрат Мусаев сейчас аплодисментов для бойцов. И что ж, третий раунд. Да, все на респекте, на уважении. Ну и отчет пошел. Здесь уже неплохо разменялись лоу-киками. Кадыкеева даже поострее вышла. Чувствуется усталость у обоих бойцов. После этой пары подготовится Алмурзаев Айбек. Второй лоу-кик подряд Мирзалолова. Вторая попытка, правда, была не самая успешная. Еще один удар по бедру пропускает Кадыкеев Иса. Ждет он своего момента. Вот здесь довольно странно получилось в итоге. Делал выпад сам, но сам оказался внизу. И опять пытается руку захватить, но видимо, что у Мирзалолова нет большого опыта как грэплера. И как раз Иса этим пользуется, спокойно уходит от подобных атак.
Здесь ногами очень грамотно повязал. Продолжает бить. Мы знаем, что у Кадыкеева рассечение, и, конечно, неприятно ему здесь вдвойне. Половину раунда уже отработали ребята. Кадыкеев пытается сейчас подняться на ноги, но Мирзалолов шикарно поймал этот треугольник ногами. А вот в атаке Иса пропускает Бехрус пару ударов, сразу же выпустил оппонента из захвата. Смотрим, что дальше. После этой пары подготовиться Содиков, Бахриддин, Халмурзаев, Айбек. Начал работать в корпус Кадыкеев. Отлично пробивает. Чувствуется буквально на характере сейчас колотит Иса своего оппонента. Бехрус пытается из этой ситуации выйти все-таки победителем, но он получал очень много ударов и сам себя завел в патовую ситуацию. Последняя минута. Продолжает атаку Кадыкеев. Терпит, терпит. Последние полминуты и начинает уже Кадыкеев ногами потихоньку пробивать. Сильные акцентированные удары. Сами знаете куда. Но, похоже, Мирзалолов дотерпит в этой ситуации. 5 секунд еще. 2, 1 и, собственно, матч сейчас должен завершиться. Но нет, время еще есть, как обычно. Да, вот только-только. Именно секунд на 10 попозже. И интересно будет узнать, кто же стал победителем в этом бою. Очередной бой, который смотрелся примерно равно. Но здесь, мне кажется, Кадыкеев Иса все-таки должен выиграть. В первый раунд от него был примерно равный. Вот во втором он действовал куда ярче. Ну и в третьем, на мой взгляд, своего оппонента задоминировал. Посмотрим. Со счетом 3-0 победу держал Кадыкеев Иса! Да, все-таки выигрывает Иса 3-0. Поздравляем его. Но узбекский боец, справедливости ради, показал себя тоже в хорошем ключе. Смотрим дальше. Пятый и последний поединок этого выпуска. Халмурзаев Айбек против Содикова Бахриддина. Очередное
противостояние ребят в легком весе. Ракс боец в синем углу. Весовой категории 61 килограмм, его рост составляет 168 сантиметров. Ему 26 лет. Кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Тренер Машар Арапилов, Джул Дубай, команда Акбарс, Октябрь. Встречаем Калмурзаев Айбек! И его соперник, весовой категории 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Команда Мангус, тренер Тугизбаев Мансур, Узбекистан, Наманган, 20 лет. Встречаем Содиков Бахриддин! Айбек Калмурзаев против Бахриддина Садикова. Бой в весе до 61 килограмма. Первый раунд. Сразу же начинает Калмурзаев действовать куда активнее. Бахриддин. Следующий парень подготовится. Умирзаков Джавахир. Кстати, оба бойца любят поработать в стойке, как мы видим, несмотря на то, что Калмурзаев является КМС по самбо, начало решил отработать именно в стойке, попытаться поразмениваться ударами. Посмотрим, какие дивиденды это ему принесет. Долговязый против тучного, я бы так назвал этот поединок. Собственно, сами понимаете, кто есть кто. Вес абсолютно одинаковый, но Бахриддин на 10 сантиметров повыше. Нет, все-таки на 8. 175 против 167 у Калмурзаева. Хорошая атака от Айбека. Второй выпад не удался. Да, подсказывает, что пора переводить драку в партер. Посмотрим, есть ли это в планах Айбека. Чувствует он уверенность в себе. Возможно, принципиально пытается переиграть своего оппонента именно в стойке. Все-таки у Садикова в этом смысле есть преимущество, длинные руки. Но за счет юркости, быстроты, за счет активных действий. Ну и все-таки Калмурзаев постарше. 26 лет ему. У Садикова всего 20. И здесь определенный психологический барьер в плане возраста тоже может создаться. Хотя, я думаю, профессиональные бойцы не особо держат это в уме. Хороший хайкик. И пошел в атаку Айбек. И поймал оппонента. Вот в партере он смотрится куда увереннее. И давайте посмотрим, удастся ли бросить. Назад валит. В отличную позицию вышел. Еще 2 минуты. И начинает работать. Начинает здесь Бахриддин без шансов. Даже не пытается вязать. Вот сейчас только выставил руки. Еще одна неплохая атака. Все-таки нашел возможность защищаться. Садиков поднял ноги.
Но Калмурзаев в такой ситуации разбирается довольно просто и продолжает молотить оппонента. Жалко, не видно нам с этой камеры. Давайте посмотрим вот с этой. А куда делась-то голова Садикова? Но она где-то там внизу. Ну и трибуны действительно вдохновились. Сейчас мы слышим отчаянный свист и крики в поддержку Айбека Калмурзаева. Он в своей стихии определенно. Ну и все-таки Бахретдинов выкрутился. Еще 40 секунд в первом раунде. Продолжает атаковать. В такой ситуации защищаться, конечно, полегче. Даже пытается Бахретдин встретить ударами снизу. Мощные удары сейчас от Калмурзаева, акцентированные, точные. Садиков пока терпит. Осталось, правда, ему немного ждать до гонга. Закончился первый раунд. Ну и вновь у нас пауза между раундами. Но определенно в этом бою есть явный лидер. Калмурзаев Айбек. Первый раунд действовал куда более активней. И действительно очень серьезно поработал над своим оппонентом. Вот в этой ситуации с невероятным количеством ударов по себе получил Садиков. То, конечно, определенным образом сказалось на его состоянии. Посмотрим, дотерпел все-таки до паузы. Как все сложится во втором раунде. Если Калмурзаев продолжит в том же темпе, то, скорее всего, этот поединок завершит досрочно. Ну вот, собственно, сигнализирует Хайрат Мусаев, что пора бойцам возвращаться в клетку. Бойцы в октагон. Айбек Калмурзаев уже здесь. Бахретдин Садиков следом. После этого боя подготовиться Умирзаков, Джавохир, Тагдыр Муратов. Ну и второй раунд, друзья. Не обращайте внимания на небольшую ошибку. Второй раунд противостояния Айбека Калмурзаева и Бахретдина Садикова. Ну, я думаю, нацелен здесь Айбек на то, чтобы вновь в такой же ситуации довести бой до победного. Полминуты уже сожгли. Выжидает. Хорошая попытка тейкдауна в исполнении Калмурзаева. Переводит он все дело в партер. Здесь в такой ситуации он над оппонентом, конечно, зачастую доминирует. Но мы видим, Садиков вырывается. Пытается сам насесть сверху. Кстати, ему это удалось. Но мы знаем, что против него самбист. Посмотрим, что исполнит Айбек Калмурзаев в такой ситуации. В проигрышной позиции находится. Это точно. И все-таки. И была попытка выкрутиться. В итоге не удалось. Хороший удар от Бахретдинова. И сейчас попытка отдышаться
от обоих. Махридин теряет драгоценное время, давая противнику прийти в себя и восполнить силы. Но все-таки продолжает работать. Да, очень круто вышел в эту ситуацию. А вот Айбек дождался момента, и теперь уже он сверху. И вот опять может повториться ситуация из первого раунда. Да, Садикову не хватило банально сил. Продолжает Халмырзаев атаковать. Очень неприятно. Сразу 4-5 ударов акцентировано в лицо. И здесь уже Махридин не защищается. Судье пора бой останавливать. Просто избиение у нас происходит. Браво! Побеждает Айбек Халмырзаев. С чем мы его, собственно, поздравляем. Но действительно, было ощущение, что, так знаете, солидно за счет преимущества психологического даже больше, нежели физического, победил. Во втором раунде за 2 минуты 58 секунд. Ну, побеждает Айбек Халмырзаев, как вы, собственно, понимаете. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся. Закончился первый выпуск трансляции с турнира VF Pro Fight с города Джалалабад. Услышимся в следующих выпусках. Не пропускайте VF на телеканале МТС Спорт.